Здравствуйте, меня зовут Николай Токугава, живу я в Калифорнии, родом я из Якутии, и сегодня у меня ролик будет посвящен якутским дарханам. Значит, вообще-то должен был быть ролик про политику, про Путина, но дело в том, что я подумал, значит, если долго смотреть на дьявола, то в конечном итоге можно сатанеть. Поэтому я решил сделать маленький перерыв, и я буду чередовать. Так вот. Что такое, кто такие были якутские дарханы? Дело в том, что, значит, с стародавних времен, значит, в Якутии из всех коренных, значит, народов, ну, как сказать, да, ну, из всех коренных народов якуты являются теми, которые используют железо с древнейших времен. То есть у нас есть мастера по железу. Так вот, вообще мастер это по-якутски произносится как ус. Так вот, у нас есть, значит, масуха, это мастера по дереву, есть тимируха, это мастера по железу, есть комисуха, это ювелиры, и есть, значит, дарханы. Дарханы это... Знаете, как можно объяснить? Это вроде как кузнецы, тоже мастера по железу, но дело в том, что эти люди не куют обычных. Например, если Тимирюга, мастер по железу, кузнец, то есть он делает ножи, значит, наконечники для стрел, значит, всякие... ну, для коней вот эти, как называется, вот это узда, что ли, вот такие вещи. И раньше самым ходовым товаром у мастеров по, значит, у кузнецов, мастеров по железу было производство гвоздей. То есть они производили этих гвоздей в астрономическом количестве. Так вот, значит, у якутов самое лучшее, значит, как сказать, что хорошо получалось, это, значит, работать именно по железу, то есть феррум. У него содержание железа, то есть в железных изделиях содержание железа после выплавки. И, то есть, создание вот этих изделий, там содержание было 99, что ли, и 8, или ну, чистое железо могли делать. Так вот. И дело в том, что вот в шаманизме традиция создания вот этих шаманами этих оберегов, обереги делались там из дерева и из железа. Так вот, дарханы это те, которые исследовали вообще функцию, то есть физические свойства железа вообще изучали. То есть чуть ли не с каменного, то есть вот этого последнего ледникового периода. Так вот, смотрите, какая интересная штука. Дело в том, что сейчас почему-то люди перестали исследовать железо в измененном его состоянии, то есть исследовать железо в измененном виде, в измененном состоянии вида, что ли, так можно сказать. Так вот, дело в том, что раскаленное железо, то есть если просто обычное железо взять, не золото и не серебро и не другой цветной металл, а именно железо взять и раскалить его до красна, эта штука, его решетка, то есть или как называется, его молекулярная структура может схватывать звук и энергию. Каким-то образом это так происходит. Дело в том, что у нас в современном мире вот это железо используется вообще, как сказать, мы его как арматуру используем. И всякие там балки, значит, газопроводные трубы и так далее, и так далее. То есть для нас это, у нас на Земле его, вот этого железа очень-очень много. В принципе, самое, можно сказать, распространенное. Так вот, ну, на втором месте стоит алюминий, например. Так вот, но дело в том, что железо, свойство железа заключается в том, что у него есть способность превращаться в магнит. То есть у него вот этот, если приблизить магнит, он к нему прилепляется. И другой конец железа становится магнитом тоже. С золотом это такой штуки не получается, с серебром тоже, с алюминием тоже. То есть мало кто из железа обладает такими магнитными свойствами. Так вот. Если вы видели одежду черных шаманов, то у него на спине много, значит,
всяких колокольчиков и железных разных изделий. На спине, на груди. То есть вся шаманская одежда, она железная. То есть в отличие от всех шаманов в мире, якутские шаманы, черные шаманы, их одежда была вот отчасти металлической. То есть много этих оберегов, которые были сделаны из металлов. Так вот, и вот эти металлические изделия, колокольчики большие, маленькие и всякие там фигурки животных и так далее, они делались дарханами. Как работали дарханы? Дарханы, они выплавляли из почвы, брали почву, содержащую, значит, этот самый железную руду, выплавляли оттуда, значит, железо в чистом виде, и из него, когда они, ковали, они произносили молитвы, то есть заклинания. И эти заклинания в тот момент, когда он раскаленный, вот эти его слова туда проникают, и они еще способны, значит, вселять туда всяких разных духов. То есть фактически получается, каждая вот эта железная штучка на одежде шамана, она обладает магическими свойствами, и у каждого у него есть свой дух. Говорят, что в общем шаманская одежда умеет говорить. Ну, шаманы так говорили. То есть человек этого не слышит, но в принципе это так. Так вот, говорят, что вот в стародавние времена говорили, что дарханы стоят выше, чем белые шаманы, и выше, чем черные шаманы. Белые шаманы к ним ходят для приобретения маленьких колокольчиков, которые у них, они вставляли его в дейбир. Дейбир — это вот такая вот штука, как сказать, что-то вроде конской, ну, чтобы коня этот самый. Хотя это не так. Можно сказать, больше это против комаров. Это называется дейбир. Вот такая вот штука из конского вот этого хвоста делается, деревянная ручка, и там бывают колокольчики. Вот белые шаманы обращались к нему, к дарханам, чтобы те сделали вот эти маленькие колокольчики. Черные шаманы обращались для того, чтобы, значит, они делали вот эти огромное количество оберегов, которые были у него на одежде. Так вот, если сказать вообще про свойства вот этого железа, нужно понять, как вообще люди мы относимся, то есть какая у нас связь с этим железом. Например, любой исследователь скажет, что взаимосвязь человека и железом, то есть железными изделиями, очень высокая. Например, это часы. Например, если они находят труп, то чаще всего у него, если есть механические часы, они останавливаются в момент смерти человека. Есть такая штука, никакого объяснения этому нету. То есть люди просто знают это как факт. Любой исследователь скажет, что смерть наступает, то есть в момент смерти, потому почему-то механические часы останавливаются. То есть именно в этот момент. Так вот, есть другое, например, более распространенное, то есть не специфическое, а более распространенное, это когда вы едете на машине, и вдруг вы пропустили, значит, колдобину. Просто мощный удар, просто не заметили, там была на земле такая дырка, и вы туда просто ударили, очень сильно при том. И вы ощущаете, ребята, сильную, ну как сказать, физическую боль. Просто вы не можете сказать, что вы там пятым местом или ногой, значит, почувствовали боль, но вы почувствовали реальную боль, как будто вы ударили по пальцу молотком, короче. То есть, сожаление, значит, злость и чуть ли не боль. Типа, бдах, айо, типа, да, типа так. Так вот, каким образом это, как сказать, вообще человек как едет на машине? Человек же его не чувствует. То есть вы едете на машине, как идете. Вы не знаете там, то есть, как сказать, вы едете на автомате. Вы можете ехать и разговаривать. Вы можете ехать и думать о своем. Вы можете... Чаще всего человек ведет себя так, как будто идет пешком. Также и ездить на велосипеде и так далее, и так далее. Значит, очень часто люди, значит, на самом деле, что такое машина? Это же кусок железа, значит, с мотором, там чуть-чуть пластика, и, значит, а вообще корпус машины, он железный, и железный мотор у него. И все, в принципе.
и, значит, управляете его. Это просто кусок металла. Но на самом деле человеческая связь, духовная связь с автомобилем бывает настолько высокая, что у мужчин, то есть, как говорится, жены ревнуют своих мужей к автомобилю. Человек относится к своему автомобилю, значит, как к живому существу. Это связь человека и металла на самом деле. То же самое бывает, вот, например, у пилотов во Вторую мировую, они свои истребители и вообще самолеты называли определенными тоже именами. Значит, и представляете, истребитель летит обратно домой, и он весь, он как решето, его просто расстреляли со всех ракурсов, везде у него дырка, как летит, непонятно даже. Так вот, и пилот, он чувствует, он просит у своей машины дотянуть до аэропорта, то есть за свою линию фронта до дома, как говорится. И он чувствует, что машина ведет его, как говорится, из последних сил. То есть он потом садится на аэродром, глохнет и больше уже не заводится. То есть машина умерла. Все говорят, например, механик говорит, как ты вообще смог долететь? И он понимает, каким образом, ну, он не знает, но пилот, он понимает, что эта машина, она несла его, как говорится, из последних сил, чуть ли не ценой своей жизни. То же самое рассказывали танкисты, которые вот в бою подбитые, уже почти чуть ли не горящие, выходили, уже столько у него попаданий, машина выводила свой экипаж, значит, из боя, глохла и потом уже больше не заводилась. Как она вообще ехала, непонятно. Типа, да? Так вот, именно с железными изделиями у человека бывает очень много таких, значит, какая-то возникает интересная связь. Шаманская одежда и шаман имеют те же связи. То есть, но дело в том, что дарханы, они почувствовали в свое время, значит, что это какая-то между железом и между человеком, его душой, то есть эта связь проходит его сознание, проникает прямо в подсознание. То есть, когда вы едете на велосипеде, в принципе, металлические изделия, но вы как бы, у вас это самое, вы на автомате едете. То есть, как будто велосипед — это часть вашего тела, типа того. И машина тоже. То есть, любое металлическое изделие, включающее много феррума, то есть железа. Так вот. И они, когда начали это исследовать, когда поняли, что, вот, например, выпущенная стрела с металлическим наконечником, он летит по-другому. Понимаете, если его заговорить, то эта стрела находит свою цель легко. Если нож, он заговоренный, этот нож будет защищать своего хозяина в любом месте. Понимаете, это как у Рэмбо, там его самый лучший друг, у него был его нож, допустим, да. Так вот, хотя это, конечно, кино, но действительно связь железа и человека очень высокая. И дарханы, они ковали не для всех, то есть для общего населения. Ихними клиентами были черные и белые шаманы. Так вот, сейчас почему-то в Якутии неизвестно, я не знаю ни одного, не слышал ни одного действующего дархана. Нет такого почему-то. А откуда шаманы берут? Наверное, все-таки есть дарханы, но дело в том, что они скрываются. Потому что даже в революционное время я ни разу не слышал, что вот шаманов белых расстреливали, черных расстреливали, а чтобы дарханов расстреливали, ну, никто об этом не знает. И в истории даже вот говорили, что шаманы ходят к дарханам, покупают свои обереги для своей одежды, а где живут эти дарханы, кто именно является дарханом, неизвестно. Ну, вот такая вот интересная история про якутских дарханов. И, значит, вообще, как сказать, связь людей с железом с доисторических времен, значит, вылилась еще вот в такую штуку. Это называется хомус. Он у всех тюркских народов есть, но якутский, он большой. Значит, он полностью цельнометаллический. И его говорят, это этиген хомус. Этиген — это говорящий хомус. Так вот, я сейчас чуть-чуть поиграю, посмотрите, как у него звучание какое. Дело в том, что это самый, как сказать,
хороший инструмент, и когда он был создан в истории, неизвестно. Но довольно-таки круто. И думаю, что в будущем еще этому инструменту предстоит, значит, стать очень популярным в мире. Потому что он чрезвычайно простой, и на нем научиться играть легко. Вот в чем дело. Вот смотрите. Ну, в общем, неплохая штука. И, значит, раньше люди разговаривали. Значит, один играет на хомусе, другой играет на хомусе, и, значит, они вдвоем, только вдвоем понимают друг друга. То есть язык хомуса можно выработать, как сказать, это что-то вроде мелодия, которая используется как азбука Морзе. Чаще всего, значит, парни разговаривали с девушками. То есть таким вот образом можно было просто подойти, поиграть. Значит, родители смотрят, ничего не могут понять, а девушка тоже играет на хомусе, потом о чем поговорили, непонятно. Но они о чем-то поговорили между собой, и, значит, ну, наверное, это раньше было свидание и так далее. Сейчас, конечно, это все заменяет телефон. Значит, но вот это изделие, оно было, я не знаю, сколько тысяч лет, наверное, ему вообще, кто его создал впервые, неизвестно. Значит, бывают киргизские, они маленькие, и, значит, я думаю, что у бурятов тоже должно быть, и у тувинов должно быть, у многих народов это есть, но самые знаменитые вот у киргизов и вот якутские. Вот, и в принципе вот и все, что я хотел рассказать о дарханах. Значит, дарханы еще делали, вот говорят, что они делали перстни именные, значит, заговоренные. И они давались ханам во время войны. То есть, когда армия двигается куда-то на войну, значит, выковывался перстень, и он сопутствовал успеху, значит, генералов. Ну, в принципе, ну, вроде как это все. Подписывайтесь на мой канал. Значит, следующий мой ролик будет посвящен 90-м годам. Дело в том, что 90-е годы, сейчас пошла такая легенда, что там было так плохо, но на самом деле 90-е годы это были классные времена. В 90-е годы все было очень хорошо развилось, а потом в 2000-е годы благополучные были именно в результате 90-х, а потом вот нынешние времена стали хуже, потому что, значит, стало меньше свободы. В 90-е его было больше и было круто. Я об этом расскажу. Спасибо, ребята.